В Ингушетии состоится межрегиональный фестиваль национальных культур в дружбе с народами, приуроченный к празднованию столетия ингушской государственности. Фестиваль пройдет 17 августа в муниципальном дворце культуры Назрани. Начало мероприятия намечено на 9 часов, вход свободный и приглашаются все желающие. МЧС объявила штормовое предупреждение до конца суток 13 августа и в течение суток 14 августа в Молгобекском районе ожидается высокая пожароопасность. В МЧС призывают быть предельно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Не разводить костры в лесу и на открытых территориях, не бросать непотушенные сигареты, не оставлять без присмотра легковоспламеняющиеся материалы, горящие спички, сигареты и огнища. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112. Вопросы повышения готовности регионов России к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз рассмотрели на заседании Национального антитеррористического комитета в Москве. Встреча прошла под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова. С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные граждане. За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержано более 1050 лиц. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 29,1%, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю в России были госпитализированы 1100 человек с коронавирусом, что на 24,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах России. В том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в Оперштабе. Минстрой предлагает по-новому учитывать граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для этого предлагается использовать существующий информационный ресурс – единую информационную систему жилищного строительства. На этой площадке в автоматическом режиме будет формироваться единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Размещать такую информацию станут как органы власти, так и органы местного самоуправления. Она будет верифицироваться в другие государственные информационные системы, что исключит риски нецелевого использования средств, выделяемых на улучшение условий проживания. Ингушетия заняла 5-е место по качеству дорог в России, следует из рейтинга РИА Новости. В республике 82,8% трасс отвечают нормативным требованиям. Это лучший показатель среди регионов Северного Кавказа. В целом по стране только чуть более половины автомобильных дорог, 54,1%, отвечают нормативным требованиям. В тройку лидеров по количеству хороших дорог входит Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край. В этом году по нацпроекту в Ингушетии планируется сдать в эксплуатацию 14 объектов регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 28 километров. В Ингушетии полным ходом идет подготовка к новому учебному году, сообщил глава республики Махмуд Али Калиматов. Двери для школьников распахнут 149 школ республики. В них будут учиться более 88 тысяч детей, в том числе 9 тысяч первоклассников. 75 школ будут работать в одну смену, а 74 в две. Дошкольников ждут в 86 государственных детских садах, которые смогут принять 24 646 воспитанников. К новому учебному году готовы и 7 учреждений среднего профессионального образования. Сотрудники Джейрахско-Асинского музея-заповедника обнаружили древнее столпообразное святилище. Обнаруженное святилище отличается внушительными размерами и глубокой стрельчатой нишей. Как отметил эксперт Якуб Гагиев, столпообразные святилища – наиболее распространенный вид культовых памятников в Горной Ингушетии, относящийся к доисламскому периоду. После проведения всех необходимых работ святилище будет включено в перечень объектов культурного наследия республики. В Совете Федерации предложили установить штрафы до 30 тысяч рублей за передачу в пользование средств индивидуальной мобильности лицам, находящимся в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в апреле группой сенаторов. В конце июля Нижняя палата приняла его в первом чтении. Инициативой, в частности, предполагаются наказания за управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом.